Ежегодно общежитие Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына собирает примерно 16 миллионов сомов. В открытом доступе данных о расходовании этих средств мы не нашли, но в ходе нашего расследования нам все же удалось собрать данные, свидетельствующие, что университет недополучает миллионные суммы из-за серых схем в общежитиях. В этом общежитии проживают преподаватели университета. В 2018 году в кассу университета поступило 2 миллиона 571 тысяча сомов с аренды комнат. Мы решили проверить, так ли это, подсчитав количество комнат и суммы, которые за них платят. И вот что у нас вышло. В общежитии номер 9 по договорам аренды сдаются 73 комнаты, но фактически там имеется 139 комнат. Выходит, что 66 комнат сдается без заключения договора, и, соответственно, оплата производится не в кассу и не подтверждается квитанциями. Например, в 9-м общежитии есть 26 комнат, которые не принадлежат к жилищному фонду. Это такие комнаты, которые раньше были кухнями, красными уголками. И в этих комнатах проживают люди, которые платят в месяц по 2250 сомов. Итого 26 комнат на 2250 получается 58 500 сомов. Все это умножается на 1 год, это 702 тысячи сомов. Далее есть 11 комнат, где проживают студенты, семейные. Они оплачивают по 2800 сомов в месяц. За 10 месяцев учебного года собирается сумма в 308 тысяч сомов. И еще есть 102 комнаты, где круглый год проживают преподаватели и оплачивают по 3000 сомов в месяц. В год накапливается сумма в 3 миллиона 672 тысячи сомов. Как мы озвучили в самом начале видео, в 2018 году в кассу университета поступило 2 миллиона 571 тысяча сомов с аренды комнат. Но если подсчитать те цифры, которые выявили мы, получается, что в бюджет должна была поступить сумма в 4 миллиона 682 тысячи сомов. Выходит, что в 2018 году касса университета недополучила 2 миллиона 647 тысяч сомов. Как мы получили эту сумму? По данным выемки финансовой полиции, в бюджет поступила сумма в 2 миллиона 571 тысяча сомов, где оплата в счет задолженности предыдущего года составила 348 тысяч сомов, а переплата 188. Итого 2 миллиона 571 тысяча отнимаем 348 тысяч и еще минус 188 тысяч. В итоге получаем 2 миллиона 35 тысяч сомов. А теперь берем сумму, подсчитанную нами. Это 4 миллиона 682 тысячи сомов. И отнимаем 2 миллиона 35 тысяч сомов. Получаем 2 миллиона 647 тысяч сомов. Надо еще вот такое отметить, что коменданты этих общежитий очень требовательные люди. И если, допустим, ты не заплатил, они будут выжимать из себя, прям душить будут, лишь бы только ты заплатил. И они безоговорочно платят. Все платят. Но другой вопрос, а приходуются эти деньги или нет. Еще в одном общежитии КНУ номер 11 не все в порядке с регистрацией и оплатой. Из 88 имеющихся там комнат по договору аренды сдаются 77, без договора 11. В 10 комнатах проживают студенты и оплачивают в месяц 4000 сомов. Итого в год собирается сумма в 480 тысяч сомов. В 6 комнатах проживают иностранные студенты. Оплата для них составляет 9500 сомов в месяц. В год выходит 684 тысячи сомов. В 70 квартирах проживают сотрудники университета и платят аренду по 4500 сомов в месяц. В год набирается 3 миллиона 780 тысяч сомов. Вот. И квартиры, заселенные в нарушение тарифа, это 2 квартиры по 2250, вот, это 54 тысячи. Итого за год приход в госбюджет должен был составлять 4 миллиона 909 тысяч сомов. По данным выемки финансовой полиции, в бюджет поступила сумма в 4 миллиона 415 тысяч сомов, где в счет задолженности предыдущего года сумма составила 183 тысячи, а переплата 624 тысячи сомов. Итого 4 миллиона 415 тысяч, отнимаем 183 тысячи и еще раз отнимаем 624 тысячи и получаем 3 миллиона 608 тысяч сомов. А теперь берем сумму, подсчитанную нами, это 4 миллиона 909 тысяч сомов, и минусуем 3 миллиона 608 тысяч сомов. В итоге выходит, что недостача средств в 11-м общежитии составляет 1 миллион 300 тысяч сомов. В общей сложности по 2 только общежитиям недостача составляет 3 миллиона 948 тысяч 147 сом. По Кларе Сулаймановне у нас ее заявление приняли в финансовую полицию. У нас была проверка со стороны счетной палаты, которую привлекла финансовая полиция по этому вопросу.
Значит, никаких таких замечаний, касающихся финансовых взаимоотношений, у них не было. На сегодняшний день я не получила никакого ответа от финансовой полиции, и утверждение проректора о том, что расследование завершено, не соответствует действительности. Просто-напросто проректор вводит вас в заблуждение. Деньги любят счет, и посмотреть все статьи бюджета общежитий вуза нам нигде не удалось. Но зато в открытом доступе можно ознакомиться с физическим состоянием всех общежитий КНУ, а их сейчас функционирует 4. По словам проректора вуза, здания старые, с каждым годом ветшают, и вместо капитального ремонта вуз может только латать дыры. В ходе интервью с проректором Национального университета нам так и не удалось узнать о точных суммах, собираемых в общежитиях КНУ, и о том, куда эти деньги тратятся. Проректор лишь озвучил, что на эти средства проводится ремонт во всех зданиях общежитий, но на какие точные суммы он не сказал. Состояние общежития на данный момент является удовлетворительным. Конечно, есть и неудовлетворительные общежития, но по тем позициям, где у нас имеются, скажем так, очень плохие условия для жилья, мы стараемся ставить их в первую очередь. Рейд по общежитиям продолжается. Теперь мы хотим изучить их физическое состояние. Честно сказать, картина нерадостная. Старые двери и окна, разваливающаяся мебель, а кухня напоминает сцены из фильма ужасов. Но плюсы все же есть. Кое-где отремонтировали душевые. И стоит отметить, что в комнатах тепло. Молодежь из регионов, которые негде разместиться на период обучения, не жалуются. С оптимизмом и улыбкой говорят, что их все устраивает. В комнатах студентов тесновато. Все личное пространство сводится к кровати. Ни личного стола, ни стула. И даже шкафа для личных вещей. Мне все хорошо. Да, тепло. Все есть. В общежитиях номер 5 и номер 7, где проживают только студенты, также имеются некоторые несоответствия. По словам Клары Сулаймановой, договор об аренде койко-места со студентами заключается на 10 месяцев, но некоторые оплачивают за 12 месяцев. При этом тариф в летнее время почему-то вырастает вдвое. Студенты, проживающие в общежитии, платят в месяц по 580 сомов. Но они платят только за 10 месяцев, а еще 2 месяца. Бывают такие случаи, когда студенты остаются на летнее время для того, чтобы заработать, там, скажем, заработать деньги на свой контракт. Они остаются в этом общежитии, но уже здесь тариф за одно койко-место составляет уже в 2 раза больше. Куда эти деньги идут, неизвестно. То ли студенты говорят, что они отдают комендантам, а комендант доносит всю сумму или не доносит, это неизвестно. Значит, у нас тарифы идут в месяц 580 сомов за одно койко-место. Если студент просит предоставить ему место в общежитии, койко-место, тогда из этого расчета университет принимает оплату. На лето? На 1 месяц, на 2 месяца. Это по заявлению студента. На лето. По словам Клары Сулаймановой, она подала уже более 10 заявлений в уполномоченные органы, чтобы те занялись расследованием по выявленным нарушениям в работе общежитий. Но официального решения по сей день нет. Я в дальнейшем плане, буду все равно добиваться, чтобы счетную палату еще раз провели ревизию, чтобы сделали выемку. Но все равно я добьюсь, чтобы они хоть какую-то работу делали. Безнаказанно люди не должны уйти. В ходе расследования мы смогли встретиться с одним из бывших сотрудников Национального университета, который рассказал о том, что многомиллионные суммы, собираемые с аренды комнат в общежитиях, проходят мимо кассы. Ранее он и его коллеги не раз выступали на пресс-конференциях, где открыто заявляли о нарушениях. Впоследствии они все были уволены. Где-то ежегодно только с общежитий КНУ собирается около 16 миллионов сомов. Из них где-то порядка 4 миллионов уходят на коммунальные услуги, на вот это все, да? А там остается еще 12 миллионов. Да? За 12 миллионов можно, мне кажется, если даже не 12 миллионов, да, то если ежегодно хотя бы по 5-6 миллионов тратить на общежитие, можно было давно все общежития поставить на
ну, классное русло, да. И вот коменданты не требуют у руководства вот эти деньги, чтобы они вклали, само общежитие, потому что руководство дает им возможность заниматься вот этим мелкой коррупцией, да. В свое время непонятно, куда тратятся вот эти деньги. Министр образования и науки Кыргызской республики Каныбек Исаков подписал приказ об улучшении условий проживания в общежитиях высших и средних учебных заведениях, но о точных сроках ничего не указано. Повлияет ли указ министра на реальное улучшение условий жизни в общежитиях, неизвестно. Для сравнения, в том же Кыргызско-турецком университете Манас условия в студенческих общежитиях уже давно созданы. Для комфортного проживания и подготовки к учебе у каждого студента имеется свой персональный уголок. В комнатах есть отдельные санузлы, а для питания предусмотрен кафетерий. И самое главное, проживание в общежитии бесплатное.